12 807. Это дети. Мы взрослых не считаем, поскольку программа у нас «Летние чтения» ориентирована все-таки на детей и подростков. Посетили нас наши читатели 117 512 раз, прочитали 292 916 книг. Мы провели для них с вами все вместе 1513 мероприятий. Вам слово, Екатерина Михайловна. Спасибо, что вы сегодня с нами. Спасибо вам, спасибо вам. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Я очень рада присутствовать на этом замечательном мероприятии, на подведении итогов. Самое начало нашей встречи сегодня началось с танца чешуи крыльев. Вы знаете, это, наверное, все-таки должен быть танец феечек, я думаю, потому что все, кто работает в библиотеках и занимаются летними чтениями, безусловно, чудесницы, безусловно, творящие чудеса. Но как еще назвать по-другому? Где еще наши дети получают воспитание? Благодарственное письмо Управлению по культуре, коллективу библиотеки имени Гагарина, заведующая Усатова Анжелика Юрьевна. Благодарственное письмо за творческий подход в работе с неорганизованными детьми, продвижение книги и чтения, успешную реализацию программы «Эко-лето» в рамках городской программы «Ижевские каникулы», коллективу библиотеки филиала имени Кедрова, заведующая Романова Юлия. Благодарственное письмо Управлению культуры за активную работу по организации досуга детей и подростков, успешную реализацию летней экологической программы «Природа – это книга, ты ее прочитай» в рамках городской программы «Ижевские каникулы», коллективу библиотеки филиала имени Пастухова, заведующая Шевчук Вероника Станиславовна. Ну и за многообразие форм и методов в работе по продвижению книги в детскую среду, успешную реализацию программы «Эко-Робинзонада» в рамках городской программы «Ижевские каникулы» и методическое обеспечение программы МБУ ЦБС города Ижевска «Летние чтения», коллективу, а также за горящий взгляд, коллективу Центральной муниципальной детской библиотеки имени Горького Натальи Владимировны Красноперовой. Я сейчас хочу пригласить библиотеки, которые у нас сегодня поделятся опытом в рамках формата 3-4 минут. Так, библиотека номер 23. Ваш опыт. Я его запишу и положу в баночку. Разные формы. С одной стороны, это знакомство со структурой библиотеки, а с другой стороны, это познавательная игра и реклама деятельности сектора досуга. Это опыты, мастер-классы, викторины, книжные выставки. И суть игры заключалась в том, что ребята, перемещаясь из одного отдела в другой, выполняли разные задания, за что получали самые настоящие чудеса. Для чего в библиотеках в древности стояли ведра? Свечи тушить. Нет. Для свитков. Я самоуправление в течение последних 3 лет экспериментируем с формами и временем проведения. И в этом году решили проводить день самоуправления по понедельникам. И оказался этот опыт очень удачным, потому что, с одной стороны, дети в понедельник так настраиваются на насыщенную событиями неделю, а с другой стороны, хорошая возможность подготовить мероприятие во время выходных, так как и родители отдыхают и могут помочь, если что, ребятам. И, кстати говоря, большинство из них также было посвящено году экологии, то есть животным, растениям. Источниками для викторин были как интернет-ресурсы, так и энциклопедии, художественная литература. Наиболее интересными мероприятия были те, в которых дети проявляли свое творчество. Например, рисовали ребусы, делали доклады с иллюстрациями и даже у нас проводили мастер-класс по оригами. Безусловными плюсами формы работы День самоуправления является воспитание самостоятельности и лидерских качеств у детей, возможность проявить творческий потенциал и развитие навыка публичного выступления. Для интеллектуального лагеря школы 56 для учащихся 7-8 классов. У них был литературный блок,
И мы привели для Пушкина. Вот я предлагаю вам самим попробовать ответить на несколько вопросов этой презентации. Скульптор Аникушкин свое произведение установил на площади искусств в Санкт-Петербурге. А где находится произведение скульптора Опекушина? В Москве. В Москве. Может быть, назовете место, где оно находится? Тверская, по-моему. Я надеялась, что вы ответите. Площадь Пушкина она называется. Передайте, пожалуйста. Князь Долгорукий, путешествуя по Испании, посетил развалины старинного мавританского дворца Альгамбрама в Гренаде. Там ему рассказали старинные легенды об астрологах, магах, предсказателях судеб и войн. Эти легенды князь пересказал Пушкину. Тот их использовал. В каком произведении он их использовал? Ему рассказали старинные легенды об астрологах, магах, предсказателях судеб, войн. Золотой петушок. Золотой петушок. Правильно. Что сказал? Чтобы они не повторялись, потому что это сюрприз. И поэтому вот этим летом у нас были и народные игры, и танцы, настольные игры, мастер-классы, прогулки, исследования, пленер, эксперименты и фокусы. Первое мероприятие было посвящено воду и океанам. Волшебное молоко, очень интересный вариант. Все мы были в зеленке, мы решили, что мы часто болеем ветрянкой, мы зеленые, как это изменить. Переполненным счастьем. Наверное, это и самый счастливый момент в библиотеке работы, когда вы работаете с детьми, получаете от этого удовольствие. Да, пожалуйста, видите, но это все нужно было потрогать, это все было очень эффектно. С вами в гостях была Екатерина Михайловна Коновалова, которая должна была вот сейчас только слово сказать, да? У нас сегодня в гостях с вами Латыпова Ирина Сергеевна, специалист отдела по культуре, физкультуре и молодежной политике Устиновского района. Ирина Сергеевна, начнем с вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада вас поприветствовать от лица администрации Устиновского района. Посмотрев презентации, посмотрев видео, хочется поблагодарить каждого из вас за ваш труд, за вашу инициативу, за ваши творческие и креативные идеи. На самом деле очень приятно осознавать, что на протяжении всего лета 2017 года в каждой библиотеке творилось просто нечто невероятное, были очень интересные программы, благодаря которым дети и подростки учились любить и принимать книги. Хотелось бы вручить благодарность за успешную реализацию программы «Летний сад», создание благоприятных психологических и комфортных условий для проведения досуга детей и подростков, привлечение их к чтению книг в каникулярное время коллектива библиотеки филиала имени Крупской. Спасибо вам большое. Будем дальше сотрудничать. Еще больше опытов в следующем году. Спасибо. Благодарность заведующей сектором библиотеки филиала номер 23 Сунцовой Оксане Валерьевне за творческий подход к организации культурно-досуговых мероприятий для детей и подростков в рамках реализации программы «По тропинкам лета». Записная книжка, записывать новые идеи. Шапошникова Григория Валерьевича приглашаю. Администрация Октябрьского района. Добрый день, уважаемые коллеги. Благодарственное письмо мы хотим вручить Лаздовской Ирине Олеговне, ведущей библиотекарю библиотеки филиала имени Флора Васильева, за творческий подход в проведении мероприятий для детей и подростков в рамках летней программы «Эко-лето» и воспитания экологической культуры подрастающего поколения. Уважаемые коллеги, благодарственное письмо вручается Кошель Татьяне Юрьевне, я прошу прощения, это Кошель Татьяне Юрьевне, ведущей библиотекарю детской библиотеки имени Ивана Крылова, за творческий подход в организации культурно-досуговых мероприятий для неорганизованных читателей, большой вклад в оформление информационного пространства библиотеки в рамках реализации программы «Экологический патруль». Благодарственное письмо за активную работу по реализации программы «Экологический патруль» и сотрудничество со школьными летними лагерями Октябрьского района города Ижевска вручается Шаклиной Александре Игоревне, библиотекарю детской библиотеки имени Ивана Крылова. Специалист отдела культуры и молодежной политики Первомайского района. Добрый день, мне тоже всегда приятно проводить здесь время, всегда душевная, добрая, дружеская атмосфера.
И хочется вручить благодарность за успешную реализацию программы «Приключения зеленого чемоданчика», организацию культурно-творческих мероприятий для летних лагерей Первомайского района и значительный вклад в продвижение экологической культуры среди подрастающего поколения. Коллективу библиотеки филиала номер 24. Заведующая Дементинова Елена. Поздравляю вас. Сегодня у нас здесь Елену Владимировну. В новом качестве в нашей библиотеке. Но, тем не менее, уже со знанием работы библиотек, со знанием программы «Летнее чтение». Она очень долгое время нас курировала. И я на самом деле рада вас видеть сегодня в нашей библиотеке, Елена Владимировна. Вот, то есть вот чем-то вы и сами обогатитесь за год и придете к новым летним чтениям, с какими-то своими новыми изюминками, новыми программами. И всегда это будет очень интересно, и всегда это будет востребовано у детей. Лица администрации Ленинского района хочется вручить благодарственные письма Ханжиной Нине Петровне, ведущей в работе с неорганизованными детьми в рамках реализации программы «Добро пожаловать в экологию» или «Вход в лето разрешен». Я ошарашена, просто поражена. Всем огромное спасибо. Всем спасибо. Так, коллективу библиотеки филиала имени Джалиля за большой вклад в воспитание экологической культуры юных читателей, активную работу с неорганизованными читателями в рамках реализации летнего проекта «Экологический квиз». Спасибо. Ну и благодарность от администрации района за высокие результаты труда, активное привлечение детей к участию в программе «Экологическая летняя лаборатория» коллективу библиотеки филиала имени Маяковского. Также вас поздравляем. Звенова за реализацию программы «Эко-лето зеленого цвета». Я предоставляю слово нашему славному директору централизованной библиотечной системы Светлане Юрьевне Гостевой. Дорогие мои любимые коллеги, здравствуйте. Я вас поздравляю с закрытием летних чтений 2017. И картинки, и ваши выступления, и доклады, все говорит о том, что действительно лето-то удалось, правда? Вот уже 22-е? 22-е лето удалось. И каждый раз, подводя итоги, ну и все впереди меня выступающие, все говорили о том, что откуда вы берете эту фантазию, где же вы находите эти идеи. И слава Богу, что вы их находите. Очень хорошо, что у вас каждое лето получается необычным, каждое лето получается интересным. Благодарственные письма я вручаю с удовольствием Елене Алексеевне Главанской, библиотека имени Гагарина. И Елене Вячеславовне Тюлькановой, библиотека имени Толстого, за большой. Спасибо, Светлана Юрьевна.